На тот момент я уже действительно почувствовала, что я женщина, что я не могу набить ему морду. Наши пчелы работают благодаря этим женщинам, девушкам. Спасибо. Так, уже ройға даярданып деген. Маташы қылыптыр. Маткасын өттіп, башқа матка алып, шығып кетті. Просто такая была ситуация, такие были времена, наверное, и мне нужно было заработать, надо было работать больше. Но тогда у нас не было WhatsApp, интернет тоже не так уж был развит, интернет. Мне пришлось просто искать контакты, и через моего папу, у него есть брат, они тогда машины возили из Дубая. У них там были какие-то отношения с бизнесом, и мне вот помогли сделать визу, и я с этой визой поехала с 3 тоннами меда. И я просто ходила в сумке, там 5-6 килограммов, по килограмму, наверное, там было. Даже весов у меня не было, я полную банку накладываю, а когда они проверяли, там выходило килограмм, 100, больше, я даже радовалась. Возьмите как килограмм. И нашим русскоязычным друзьям с СНГ я просто ходила, предлагала им. Но потом мне посчастливилось участвовать на Global Village. Это такая выставка, ярмарка со всего мира. Там есть павильоны, я там участвовала. Днем с 4 до 12 эта ярмарка проходит, как вот на прямой продаже стоим. Работаем там. И к часу, наверное, возвращаемся домой. Мы снимали квартиру с нашими ремесленниками с Кыргызстана. Организаторы сняли эту квартиру, и мы там поделили, да, между собой. Ремесленники приезжали, заменяли друг друга, а я была там постоянно. Ночью в 12 часов в час приезжаем, а я всю ночь накладываю вот этот мед вручную. Жақсы екен, бал тартқыштан бал тартып атабыз. Ушундай тартылат экен. Мы организовали вместе столярный цех. Обязательства это с ассоциацией. Это обязательство, что это данное индивидуальное. Человек, который представляет ассоциацию, должен был нам сделать производственную базу. И таким образом мы должны были развиваться. Я им организовала и столярный цех, и материалы, инвентарь купила. А когда мы уже пришли к сезону, май месяц, я смотрю, ни одного ящика нету. А мы-то привезли уже пчелопакеты, пчелосемьи, 1000 штук. Надо же их положить в коробки, да, в ящики, а этих ящиков нету. Оказалось, они просто вытаскивали со склада и продавали. На тот момент я уже действительно почувствовала, что я женщина, что я не могу набить ему морду. После этого мы могли бы закрыться и больше не заниматься пчеловодством. Но мы упорно работали, не сдавались. Но мы сейчас, слава богу, вышли на очень хороший уровень, на другой уровень производства.
Мы сотрудничаем с кооперативами в Джалабадской области, это Токтагульский район, в Волжской области, в Кеминской области, в Нарынской области. Было такое, да, вот четкое вот разделение, да, эта женщина, они могли не разговаривать даже, да, а сейчас правила меняются, и бизнес уже не смотрит, ты женщина или мужчина, и они уже разговаривают. А женщины более заняты домашними делами, они стараются после работы либо в свободное время больше провести с домашними, наверное, с детьми, да, и у них есть больше забот на бытовом уровне, нежели у мужчин. Вообще пчеловодство – это не женское дело, да. Оказалось, это как раз и женское дело. Вот мы ездим по регионам, женщины учатся, обучаются, и у них огромное желание заняться этим пчеловодством. Это все-таки очень интересный бизнес.